На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Добрый вечер. Завтра, 9 мая, мы отметим 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По всей Абхазии пройдут праздничные мероприятия. В Сухуме они традиционно начнутся с церемонии возложения цветов и венков к памятнику неизвестному солдату в 11 часов утра. Там же состоится митинг и торжественное прохождение подразделений Министерства обороны Абхазии и погрануправления ФСБ России в Абхазии. Откроется полевая кухня. В 12:30 на набережной состоится прохождение колонны «Бессмертный полк». Шествие Бессмертного полка пройдет во всех городах и районах Абхазии. В Сухуме сбор участников шествия начнется в 11:30 на площади Свободы. На набережной столицы пройдет также велопробег «Спасибо за победу». В посольстве Российской Федерации в Абхазии по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялся прием, на который были приглашены 23 ветерана. В торжественном вечере приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария. Репортаж Али Китрапш. В посольстве Российской Федерации под звуки военного оркестра и песни военных лет чествовали участников Великой Отечественной войны. Приветствуя ветеранов и высокопоставленных гостей, посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил, что День Победы и 9 мая – это праздник, объединяющий многие народы. Благодаря подвигу советских солдат, их бесстрашию и героизму в борьбе с фашизмом сегодняшнее поколение живет мирной жизнью. Каждый год в эти майские дни мы отмечаем самую великую дату в истории Российской Федерации – День Победы, день великого подвига наших отцов, дедов и прадедов. День скорби по тем, кто не вернулся с полей сражений, кто не выбрался из безумного горнила той ужасной войны. Год от года мы с большим волнением и трепетом чествуем легендарное поколение победителей. И наш общий долг – заботиться и оберегать солдат и тружеников тыла тех грозных времен. Хочу еще раз поздравить наших дорогих ветеранов с этим великим праздником, пожелать вам всего самого доброго, здоровья и долголетия. Поздравляя ветеранов с праздником Победы, президент Рауль Хаджимба отметил, что представители абхазского народа также были среди тех, кто сражался за общую страну и отстоял родину в борьбе с фашизмом. Их подвиг и их имена навеки вписаны в историю Великой Победы, подчеркнул глава государства. Война принесла горе всем народам, не только Советского Союза, но и многим другим государствам. Сегодня, как это ни трудно, но приходится констатировать, в войнах того периода становится с каждым годом все меньше и меньше. Но оставшееся количество наших ветеранов войны должно чувствовать заботу нашего государства, заботу всех тех, кто не безразличен к этим людям. Успехов вам, всем, кто здесь присутствует, а нашим ветеранам долгих лет жизни. В Великой Отечественной войне участвовало более 55 тысяч сынов и дочерей Абхазии. 17,5 тысяч из них не вернулись к родным очагам. Они погибли на полях сражений, отстаивая свободу не только родной земли, но и всего человечества. Ветераны поблагодарили за теплый прием и поздравили всех со знаменательной датой – 74-й годовщиной со дня Великой Победы. Они также делились воспоминаниями о том, где встретили победу в далеком мае 1945-го. Проезжая степи сибирские нашим эшелоном, нам люди что-то бросали в вагон, полевые цветы. Руки жали, что-то кричали, но мы не понимали, в чем дело. Вышли из вагона, и нас люди прямо обнимают, целуют, поздравляют. Потом мы только узнали, что День Победы. Мне уже 97 лет. Жизнь прожита большая. Много видно было и радости, и невзгод. Но самой большой радостью это был День Победы.
Ветерану Великой Отечественной войны Марии Глускер на момент начала войны было 18 лет. Юная девушка, не раздумывая, ушла на фронт, была медсестрой, а также состояла в партизанском отряде. События той страшной войны Мария Захаровна не любит вспоминать. Поздравление большое с праздником, особенно ветеранам, чтобы у них дома было светло, тепло, уютно, и чтобы было чистое небо во всем мире. Указом президента России Владимира Путина за заслуги в многостороннем развитии сотрудничества Абхазии и России орденом Александра Невского награжден министр обороны Абхазии генерал армии Мираб Кишмария. В рамках торжественного приема посол России в Абхазии Алексей Двинянин вручил Мирабу Кишмария высокую награду. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В преддверии 74-й годовщины Победы ветераны принимают поздравления и подарки от администрации города Сухум. Представители администрации города побывали в каждом доме, где живет участник войны. Таких в городе осталось всего 8 человек. Поздравили с наступающим праздником и вручили денежные подарки. Ежегодно Сухумская городская администрация поздравляет ветеранов с Днем Победы. С каждым годом все меньше остается с нами участников и свидетелей той страшной войны. Уделить им внимание не так сложно, а в их памяти такие моменты остаются надолго. С искренней радостью принимают поздравления ветераны и благодарят за оказанное внимание. Сегодня, 8 мая, Юрию Николаевичу Воронову исполнилось бы 78 лет. Почтить память выдающегося государственного деятеля Абхазии и крупного ученого и возложить цветы к его могиле пришли президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин, мэр столицы Адгур Харазия, представители правительства, общественность, школьники. Президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, члены правительства, представители общественности, ученые и школьники возложили цветы к могиле Юрия Воронова в сквере напротив Государственного музея Абхазии. Невозможно переоценить вклад Юрия Воронова в исследование доисторических, античных и средневековых древностей Абхазии, в том числе Киласурской стены. Он также считается первооткрывателем цибельдинской археологической культуры. Юрий Воронов – автор более 500 научных работ и 30 монографий, более 1000 таблиц с зарисовками археологических находок, 85 тысяч единиц археологических материалов цибельдинской экспедиции и около 2500 машинописных страниц его годовых научных исследований сгорели вместе с архивом Абхазского института во время войны. Он оставил великое наследие, научное наследие. И его книги, его труды стали библиографической редкостью. Но, слава Богу, при поддержке правительства и при таком очень активном участии и содействии Светланы Вороновой эти труды издаются. И они стали достоянием не только научной общественности Абхазии, но и научной общественности России и других государств. Мы гордимся тем, что у нас есть Юрий Николаевич Воронов. Вспоминая своего друга и коллегу, археолога Олег Бгажба говорит, что в лице Юрия Николаевича Воронова абхазская наука потеряла выдающегося исследователя. Такие яркие личности рождаются раз в 100 лет. Юрий Воронов был поистине гениален, ибо был невероятно трудолюбив. И что очень важно для археолога, он был талантливым художником и оставил после себя тысячи таблиц с зарисовками своих археологических находок. Во время войны, благодаря усилиям Юрия Воронова, его энергии и патриотизму, удалось прорвать информационную блокаду вокруг Абхазии, довести до международной и прежде всего российской общественности истинное положение дел в Абхазии. Он создал археологическую карту Абхазии, которая является настольной книгой всех археологов мира. Еще я хочу сказать, с точки зрения вообще уже чисто политической, еще шла война, представляете, еще рвались снаряды, бомбы, раздавались очереди автоматов. Он создал вместе со своими коллегами белую книгу. То есть он донес городу и миру о том,
что творилось у нас. Весь мир знает о том, что пережил наш народ. Яркая жизнь и кипучая деятельность Юрия Воронова трагически прервалась 11 сентября 1995 года, когда он был убит на пороге своего дома. Именем государственного деятеля Абхазии и ученого названа улица в Сухуме и третья школа столицы, которую он когда-то окончил. Имя Юрия Воронова осталось в истории Абхазии, в сердцах и памяти людей, которые его знали и понимали масштаб личности этого человека. На Алакове, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В Абхазии завершается процесс обмена паспортов граждан республики. В Ачимчирском районе проживает более 17 тысяч жителей. Из них бланки паспортов нового образца получили 12 365 человек. Но все еще есть граждане, которые не спешат забрать готовые бланки и сдать документы на обмен паспорта. Саид Джарсаля продолжит тему. Сотрудники паспортного отделения Ачимчирского района занимаются обработкой данных граждан, которые приходят для обмена паспорта. Выдача документов проходит в обычном режиме. Мы с 9 часов утра до 6 вечера принимаем граждан. При необходимости остаемся до последнего посетителя. В день мы выдаем 50-60 паспортов. На обработку документов и изготовление паспорта нового образца уходит 15-20 рабочих дней. По данным сотрудников паспортного отделения, из более 17 тысяч жителей района паспорт гражданина Абхазии нового образца уже получили 12 365 человек. Кроме того, более 1600 паспортов готовы к выдаче. Есть граждане, которые не забирают готовые документы уже больше года. Хочу обратиться к гражданам Ачимчирского района, те, кто не сдали документы на обмен национального паспорта Республики Абхазия нового образца, прийти в паспортное отделение по Ачимчирскому району и сдать документы. Та категория граждан, которые сдали на обмен, должны прийти в паспортное отделение по Ачимчирскому району, получить готовые паспорта. В паспортном отделении Ачимчирского района, как и во всех других районах страны, осталось совсем немного людей, которым еще предстоит обменять паспорт. Документы принимаются и оформляются быстро, практически без очередей. Кроме того, у жителей отдаленных районов есть возможность записаться на прием по телефону, а специально для лиц с ограниченными возможностями работает мобильная группа, которая выезжает на место и принимает необходимые документы. Саид Джарсаля, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Сегодня под председательством помощника премьер-министра Абхазии Астамура Джикирба состоялось заседание комиссии по ликвидации последствий пожара во второй Сухумской средней школе. В ходе совещания представители Государственного управления по строительству и архитектуре доложили о результатах произведенного технического осмотра конструкции здания школы. Члены комиссии обсудили способы возведения монолитных конструкций кровли здания, пострадавшей во время пожара, установки водостоков, выбор материала для предстоящих работ и другие вопросы. По словам председателя комиссии Астамура Джикирба, завершение кровельных работ двух корпусов школы планируется в ближайшее время. При этом начало кровельных работ в части школы, входящей в список историко-культурного наследия Республики Абхазия, придется на июнь месяц. Государственная комиссия по ликвидации последствий пожара в средней школе номер 2 имени Пушкина создана распоряжением премьер-министра Валерия Бганба 7 мая. В дни празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в целях охраны общественного порядка приказом министра внутренних дел Гарри Аршба личный состав МВД Абхазии переведен на усиленный вариант несения службы. Более 900 сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок при проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Главной задачей личного состава МВД является охрана общественного порядка, а также предупреждение и пересечение правонарушений. Сотрудники ГАИ МВД Абхазии примут все необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД. Сегодня на набережной Махаджиров прошел конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню Победы. Традиционно в преддверии праздника данное мероприятие организовывает Управление образования города Сухум. О том, что рисовали дети и как прошел конкурс, в нашем следующем сюжете.
По традиции, ежегодно в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне на набережной Махаджиров проводится конкурс детских рисунков на асфальте, в котором принимают участие учащиеся столичных школ. Перед началом конкурса всем детишкам раздали цветные мелки. Вооружившись ими, ребята сразу же приступили к выполнению задания. Подобного рода конкурсы развивают не только творческие способности и фантазию детей, но и воспитывают в них патриотические чувства, уверены организаторы мероприятия. Мы это традиционно проводим у себя в столице, и я считаю, что это очень важно, потому что для воспитания подрастающего поколения, вот то, что сделано их дедами, прадедами, кровь пролитая огромная такими жертвами, нельзя забывать. Кто забывает прошлое, свою историю, у того, говорят, нет будущего. Дети с большим воодушевлением и ответственностью отнеслись к заданию. Уже через несколько минут на асфальте появилась радуга красок. Рисунки получились очень интересными и разнообразными. Юные художники рисовали мир без войны, бело-зеленый национальный флаг, атрибуты праздника, яркие военные парады и плакаты, голубое небо. Словом, все, что ассоциируется с праздником, с Днем Победы. Великая Отечественная война началась с 1941 года и закончилась с 1945 года. Погибло более 18 миллионов человек. Это танки, гвоздики, и слово «победа». Я хотела показать людям, что не надо войны. Нужно, чтобы всегда был мир. Нужно объединяться в одно и всегда дружить со всеми, и поддерживать всех в беде. Здесь изображен вечный огонь и надписи «С Днем Победы» и «Слава, слава героям». Конкурс рисунков на асфальте – это не только соревнование, а акция в честь великого праздника. У каждого ребенка была возможность через рисунок передать свое восприятие мира, отношение к войне и победе. В завершении акции всем участникам вручили памятные подарки. Затем тут же на набережной была открыта выставка рисунков воспитанников детского центра творчества города Сухум и учащихся столичных школ республики. Гугуса Варданя, Алексей Баструков, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью и утром ливневый дождь с грозой, местами возможен туман. Днем погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем 17-22. Температура морской воды плюс 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.